Добрый день, наши преданные телезрители в прямом эфире ТНВ, информационно-экспертный центр Общественной палаты Республики Татарстан. Я также напоминаю, что прямая трансляция идет на сайте агентства «Татаринформ». Напомню, в Татарстане открылись 65 территориальных и 2817 участковых избирательных комиссий. Жители городов и районов активно приходят на избирательные участки и голосуют. На выборах президента России в Татарстане впервые проголосует 49 121 человек. На 2817 избирательных участках в Татарстане работают более 21 тысячи членов избирательных комиссий. Сегодня в течение дня в республике будут проходить различные культурно-массовые мероприятия, концерты и марафоны. С 17:00 до 20:00 на стадионе Казань-Арена пройдет праздник «Я проголосовал». Состоится концерт с участием татарстанских и российских звезд эстрады. Также сегодня на 242 площадках около избирательных пунктов организованы ярмарки. А мы продолжаем работу нашего информационного центра, ход которого сегодня освещает более 150 аккредитованных журналистов. И участник нашей пресс-конференции, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин, у которого, я знаю, есть очень оперативные и свежие данные о ходе голосования в республике. Фарид Хайрулович, пожалуйста. Вот теперь слышно. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Хайырлы күн, сайлаучыларыбыз һәм бүгенге сайлаулар оештыручылары һәм аны яктыртып алып баручы журналистларыбыз. Ну, я вас приветствую вот в этом новом формате работы с избирателями, с общественностью, жителями нашей республики, который позволяет оперативно информировать наших избирателей, жителей Татарстана о ходе очень важной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации в 2018 году. Этот информационный центр собрал много журналистов, и я хочу сказать, что аккредитация, которая уже прошла, более 80 средств массовой информации изъявили желание, и сегодня их представители работают в этом центре, оперативно освещая ход начавшейся избирательной кампании и в нашей республике, Республике Татарстан. Это востребовано, ибо событие неординарное. Россия, ее жители избирают президента Российской Федерации на предстоящие 6 лет в очень непростой международной обстановке, в очень многих вопросах, которые требуют решения в самой Российской Федерации. И ход избирательной кампании, заявленная чистота, честность в этой избирательной кампании, она как раз и будет прослеживаться через десятки освещений журналистским корпусом нашей республики, всех избирателей, в том числе и не только жителей нашей республики. У меня данные, которые я привез с собой, хочу проинформировать и аудиторию, и тех, кто у телевидения, радио, о том, что только 3 часа прошло, как избирательная кампания в нашей республике началась, в отличие от того, что в ряде регионов Российской Федерации они уже прошли даже эпогею свою, значит, с начала выборов, поскольку там начиналась избирательная кампания гораздо раньше. Я могу сообщить вам, что очень организованно все 2817 избирательных участков ровно в 8 часов в Татарстане были открыты, и первые желающие смогли сделать свой выбор и выполнить свой государственный и гражданский долг в соответствии с Конституцией Российской Федерации и избирательным законодательством. Подготовка была очень серьезная к этой избирательной кампании, впрочем, как и всегда. И я некоторые цифры вам покажу по выборам президента Российской Федерации 2012 года, скажем, на этот час по выборам депутатов Государственной Думы в 2016 году. Ответственно подошли и Центральная избирательная комиссия, общественные
партийно-политические организации нашей республики, органы государственной и муниципальной власти. Центр избирком сегодня приступил к работе гораздо раньше, чем, скажем, в обычные дни, естественно, это и понятно, и более 17 тысяч, более 2 десятков тысяч сотрудников, которые от УИКов, участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, самого Центрального избирательного комиссии нашей республики, Общественной палаты в полном составе со всем активом, сегодня уже в активной работе. До открытия участки были обследованы на предмет безопасности, это естественное требование, и работают сегодня вместе с вами более 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов и привлеченных лиц для обеспечения порядка на избирательных участках. Вы знаете, что уже накануне все отпечатанные бюллетени на русском и татарском языках были доставлены сначала в территориальные избирательные участки, ТИКи, а затем уже и на все избирательные участки в нашей республике. Они находились под контролем правоохранительных, под охраной правоохранительных органов. С радостью хочу сообщить, что вот на 10 часов полученная информация показывает активность наших граждан, их политическую активность, ответственность, и цифры об этом говорят. Мне приятно сообщить, что на текущий момент ни одних нарушений избирательного законодательства Российской Федерации в Республике Татарстан не зафиксировано. То, что избирательная кампания началась, несмотря на то, что погодные условия, как и во всей центральной части, европейской части нашей страны, снегопад ночью был, и сегодня, и сейчас он еще продолжается. Тем не менее, это, уверен, не повлияет на тех, кто принял решение участвовать и будет участвовать в избирательной кампании. Я хочу, знаете, перейти к тому, что, указав на то, что активно сегодня в избирательной кампании, вот первые открывшиеся избирательные участки показывают и молодежь, и люди старшего возраста активны. И вот как уже ведущий наш Аминов сказал, что почти 50 тысяч молодых, впервые голосующих избирателей из Республики Татарстан, они проявляют очень большой интерес к этой избирательной кампании. И это естественно. И молодые, и старые, люди разных возрастов проявляют к этой политической акции очень большой интерес в связи с тем, что на предстоящие 6 лет выбирается глава государства, выбирается президент Российской Федерации. Выбор есть, 8 кандидатов. Если раньше где-то как-то проскальзывало, что выбор небольшой, то сегодня представители и политических партий, и самовыдвиженцы имеют полное право, зарегистрированы и активно готовились к этой избирательной кампании. На 10 часов утра мы договорились о том, что каждые 2 часа будете получать информацию свежую из Центральной избирательной комиссии. К избирательным урнам уже пришли около 15,95% избирателей, 16%. Это больше, чем, скажем, на этот период было в 2012 году, когда избирался президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и это 15,9% было на выборах в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году. Это подтверждает наш тезис о том, что активность будет расти, и она будет расти в течение дня, безусловно, и это о многом говорит. Я бы сказал, что те 16%, которые на 10 часов уже выполнили свой гражданский долг, они, конечно, неравномерно распределяются по городам и районам нашей республики, в сельской местности, в городах. И это естественно, так было всегда. Например, я скажу, что по районам республики на 10 часов утра явка проголосовавших количество уже было 26
и почти 0,7% от всего зафиксированного, зарегистрированного количества избирателей. По городам 13,3%. По городу Казани 8 и почти 0,4%. Это значительно выше, чем в предыдущих выборах, где было 6,2 и 6,22%. По Республике Татарстан из 2 899 000 избирателей проголосовали 2 817 000, 2817 избирателей. Ситуация такая, которая нас радует, потому что как никогда, может быть, в 2018 году, в конце 2017 года, у нас наибольшее количество встреч с населением прошло на всех уровнях государственной и муниципальной власти. Тому были посвящены подведению итогов развития экономики и социальной сферы нашей республики на коллегиях министерств и ведомств, на отчетных сессиях в районах и городах по отчету глав администрации. Ну и, конечно, было проведено очень много сходов граждан, связанных и с предстоящей избирательной кампанией. Мы воспользовались разъяснением нашего законодательства, важности и ответственности каждого за эту избирательную кампанию. Одновременно проходили сходы по рассмотрению вопросов развития своих территорий. Сходы граждан, которые как никогда с участием большого количества людей в сельской местности и на территориях городов нашей республики. Нас радует, что в числе, конечно, передовых, или, как мне сказать, тех, кто очень организован, скажем, Арский район, 37,9% от числа избирателей уже проголосовали первые 2 часа. Отнинский район 41,4%, Бавлинский 31,1%, Балтасинский 36,2%. И это показатель, он, в общем-то, складывается из того, что уже в сравнимых таких данных, показателях мы получали из Центральной избирательной комиссии в предыдущих выборах, по выборам, как я сказал, и президента Российской Федерации 2012 года, и выборов депутатов Государственной Думы. Зеленодольский район несколько меньше голосует, чем на прошлые выборы. В каком плане? Скажем, по выборам депутатов Государственной Думы на этот час было 12 с лишним процентов, с половиной процента. Сегодня 10,6, но это значительно выше, чем, скажем, было на выборах президента в 2012 году. В целом нас не беспокоит, по большому счету, ситуация, значит, с явкой людей, с их активностью, как мы и заявляли. Мы уверенно говорим, что наш избиратель и политически активен, житель нашей республики, и понимает свою ответственность за свой выбор. И мы ждем и надеемся, что в целом по дню этого голосования до 20 часов активность будет только нарастать. Только нарастать. Эксперты, которых количество в этом году очень большое, наблюдатели, я имею в виду, которые прибыли из-за рубежа европейских государств, из стран СНГ, и около 3000 наблюдателей от всех кандидатов и выдвинувших их политических партий сегодня на избирательных участках активно работают. Это, с одной стороны, порука тому, что легитимность этой избирательной кампании будет очень высокая, и если, не дай бог, какой-то конфликтной ситуации, непонимание возникнет, то эти наблюдатели будут очевидцами и помощниками членов участковых избирательных комиссий в разъяснении той или иной ситуации, если это будет иметь место. Я, завершая, хочу сказать, что как никогда Центральная избирательная комиссия нашей республики подошла ответственно к подготовке
своих сотрудников, членов участковых избирательных и территориальных избирательных комиссий, провела очень серьезную учебу по подготовке, профессиональной подготовке тех, кто будет отвечать и проводить эту избирательную кампанию. У нас сомнений нет в их профессионализме, и эти выборы нам покажут, что не зря этим делом занимались. Технические инновации, которые есть, КАИБы, аппаратура наблюдения, видеотрансляции в режиме онлайн, которые со многих участковых и территориальных избирательных комиссий будет идти, порука тому, что эта избирательная кампания будет открытой, гласной, и желающий избиратель, не выходя, как говорится, из дома, может участвовать. А минимизация при подсчете голосов через КАИБы на крупных избирательных участках, где достаточно большое количество избирателей, является также гарантией того, что кто-то не донесет ошибок, кто-то не сделает какой-то вброс там, или вот то, о чем нас оппозиция предупреждала, те несогласные предупреждали. Мы в этом году технически смогли с помощью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации серьезно обновить техническое содержание этой избирательной кампании. Вот короткая информация. Через каждые 2 часа будут присутствовать здесь представители официальных структур Центральной избирательной комиссии и будут информировать вас о ходе избирательной кампании. У нас настроение хорошее. Я хочу, чтобы оно передалось всем избирателям. Еще кто-то не собрался и не смог пойти на избирательный участок и свой законный гражданский долг исполнить. Мы их всех призываем: не опаздывайте, приходите, активно участвуйте. От вашего голоса, от вашего выбора зависит очень многое. Спасибо. Hürmetli kalемдәшләр, hürmetli Фарид Хайруллович, мөмкин булса, беренче сорау татар телендә. Рәхим итегез. Хайырлы көн, Фарид Хайруллович. Нияз Рахман, Яңа Гасыр каналы быелгы әлеге сайлау кампаниясының ниндирәк үзенчәлекләрен билгеләп үтә аласыз һәм гомумән халык актив киләме сайлау участокларына? Мин инде бу мәсьәләдә әйттем үземнең кыска гына чыгышымда. Яңалыклар да бар, халыкның әзерлеге дә бар. Үзенең җаваплыгын тоя. Менә кайсы бер кандидатлар бит чыкканнары, кайсы бер оешмалар, партиялар сайлауга бармасаң да синсез дә үтер ул. Менә борчылмагыз дип халык аңлый. Бу минем җаваплы хукукым. Мин ул хукук белән файдаланырга тиеш дигән. Техника ягыннан менә шушы кайыпларны кую үзәкләрдә, районнарда, шәһәрләрдә онлайн режимында телевидение аркылы кеше бюллетенин тутырганда, алганда күрсәтелнә, һәм аны тавыш бергәннең ящикка салганын да карап, фиксировать итеп мөмкинлек бар. Шуның өчен ышаныч бу сайлауларга һәрберебезнең дә бик тә күп. Уңайлы булыр дип ышанам. Бик зур рәхмәт. Венера Якупова, Казанские ведомости, пожалуйста. Минуточку, сейчас микрофон, 3 секунды. Уважаемый Фарид Хайруллович, я с утра проголосовала на своем участке и была удивлена высокой явкой. Пришлось постоять в очереди. Хочу спросить у вас, как у опытного человека, в чем все-таки особенности менталитета избирателей Татарстана? Чем мы отличаемся от других регионов России? Я тоже проголосовал, как никогда в этом году рано, в 8:15 я с супругой уже был на избирательном участке. Тоже обратил на это внимание, что достаточно много людей, которые пришли. И меня порадовало, что не только традиционно наши активные пенсионеры, ветераны, но и молодежи было много. Вы знаете, вот развитие страны, развитие нашей республики, это ведь невольно отражается на настроениях и характере людей и отношении к избирательной кампании. Успешное решение социально-экономического развития нашей республики в эти непростые годы чувствуют все. Не только те непосредственно, кто этим занимается, но и каждый гражданин. Годы были непростые, и 16-й, и особенно 17-й. И вот в этих условиях усилиями органов власти, президента, правительства нашей республики, муниципальных руководителей, нам удалось реализовать практически все поставленные задачи в послании президенту на 2017 год.
по сравнению с 2016 годом, с увеличением экономики. 2 триллиона с лишним, 149 миллиардов рублей ВРП Республики Татарстан. Те социальные программы, которые очевидно помогают людям в получении услуг, доступности медицинских, образовательных, строительство дорог, обновление домов культуры в сельской местности и 30 таких с лишним проектов, программ, которые реализовывались в Республике Татарстан и которые активно поддерживают жители нашей республики. Это все чувствуется, и мы видим, что уверенность, что ли, доверие к делам, которые идут в Республике Татарстан, они напрямую связаны с поддержкой федерального центра. Тех программ, которые реализует федеральный центр в субъектах Российской Федерации. При поддержке, извините, хотим мы, не хотим говорить эту фамилию в этот день, Путина Владимира Владимировича. И когда мы бываем в трудовых коллективах в сельской местности, люди активно говорят, нам надо удержаться, нам надо дальше продолжать этот вектор развития нашей республики. Мы вышли на среди передовых регионов России по объему привлеченных инвестиций в экономику Республики Татарстан. Мы понимаем, что то давление на Российскую Федерацию, которое идет в силу разных обстоятельств сегодня, так или иначе, они касаются всех субъектов, особенно такой промышленно развитой республики, как Татарстан. Я имею в виду санкции, имею в виду те возможности, которые были, скажем, чуть раньше по доступу к технологиям новым, двойного назначения технологиям. Они, конечно, несколько сузились, и понятно, что республика, произведя более 2 триллионов объемов продукции и услуг, мы из них почти 60% продавали за пределы российского рынка. А сегодня мы испытываем некоторые сложности в связи с тем, что нам козни такие ставят. И в этих условиях люди больше доверяют действующей власти и самой республики, и страны, и проявляют такую политическую активность и поддержку. Пожалуйста, вопрос следует. Не забудьте, коллеги, представляться. Добрый день, Бизнес онлайн, Голобурдова Наталья. Фарид Хайрулович, скажите, пожалуйста, вот действительно явка в Татарстане традиционно высокая, люди активны, голосуют, а вот для чего в таком случае вот, в WhatsApp, в Телеграмах, в детских садах, в школах родители заставляют присылать, отчитываться, что я проголосовал? Нет ли в этом какого-то нарушения законодательства? Как вы вообще объясните это явление? Спасибо. Я вас уверяю, нет никакого административного давления, заставления, как вы говорите, в детсадах, в школах. Все это идет, значит, мне кажется, какое-то нагнетание от тех оппозиционных кандидатов и их представителей в связи с тем, что ориентир народа в принципе известен. Я считаю, что достаточно много сделано для того, чтобы проинформировать каждого избирателя, жителя нашей республики по законодательству выборному. Это обязательное требование, которое мы должны были выполнить через Центральную избирательную комиссию и нашу общественную организацию. Мы разъяснительной такой работой очень серьезно и кропотливо занимались. Никакого давления, никаких отчетов, никаких наказаний, что ли, не будет. Это выбор каждого самостоятельного человека, избирателя, достигшего определенного возраста, и это их право, одновременно это их обязанность. Поэтому, пожалуйста, значит, не говорите об этом, что в Республике Татарстан идет какой-то централизованный указ на такое принуждение. Этого нет однозначно. Спасибо. Еще один вопрос. Пожалуйста. Фарид Хайрулович, на ваш взгляд, насколько корректно прошла предвыборная кампания, и как вы оцениваете работу штабов и дебаты не только на региональном, но и на федеральном уровне? Избирательная кампания, как мне кажется, если говорить о выборах президента Российской Федерации, прошла очень, шумно. Во всяком случае, то, что я наблюдал на телевидении, как и вы,
Может быть, потому что большое количество желающих было. И на первом этапе, ну и потом, после регистрации, когда осталось 8 человек, очень разноплановые люди, представляющие различные политические силы в стране. И мне, к сожалению, не очень понравилось, как была организована дискуссия, которая была на экране, значит, с участниками этой избирательной кампании. Можно, мне кажется, сегодня уже подумать о том, чтобы она была более интересной. Впервые в Республике Татарстан на 2 языках вот такие дискуссии, встречи, оппонирования проходили, на мой взгляд, даже более интереснее и эффективнее. Во всяком случае, более уважительно к оппоненту, более уважительно такому же, как он, кандидату, тем более к женщинам, показав высокую культуру, значит, оппонирования, дискуссий представителей кандидатов на территории Республики Татарстан. Мне кажется, культура наших была гораздо выше. Спасибо. Пожалуйста, вопрос в центре зала. Сейчас, минутку, микрофон. Не забудьте представиться. У вас своя камера, я вижу. Фәрит Хайруллович, исәнмесез. Бу Акшарлактан Габдрахим деген журналист. Безгә шундый сорау бирәм инде. Менә бүгенге көндә сезне иң бер чыган әйбер нәрсә? Һәм менә бу татар теле буенча сезнең фаразларыгыз ничек? Рәхмәт яусын. Bu mesele de bir тұрған мәселелер yoktur инде ул. Республикада күп еллар эшләгәч, күп кенә мәсьәләләрдә карашыбыз, фикерләребез үзгәреп тә тора. Ләкин минем уйлавым буенча, менә шартнамага Россия Федерация белән кул куймау безне бик борчый. Нигә дигәндә, Конституция, Россия Конституция нигезендә эшләнә торган әйбер, ул беркемгә берниндидер зыян китерә торган шартнама түгел. Biz tağın da özümüzü Россия Федерация белән бергә уртага фикерләребезне, борчыган мәсьәләләребезне салып эшли торган, мөмкинлек тудыра торган шартнама иде. Һәм туган тел мәсьәләсе, дәүләт теле мәсьәләсе, ул да бит Россия Конституция нигезендә каралган, күрсәтелгән, андый мөмкинлек бар. Без бу мәсьәләне бик борчу иттереп кабул иттек, үземе гомуми алганда үземне. Нигә дигәндә, мин аны дәүләт советы утырышында да җәмәгать дип мөрәҗәгать иттем прокурор чыгышыннан соң. Бүгенге көндә туктатып торыйк әле бу мәсьәләне. Нигә дигәндә, безгә аңлап бетерергә кирәк бөтен нигезен бу борчый торган мәсьәләнең. Урыс балалары, башка милләт балалары, татар балалары белән шуңар барып җитә яздык. Алар берсеннән читләшә башладылар. Бер республикада бер халык, Татарстан халкы яши торган халык бик борчый башлады. Шундый арабызга чи кагыла торган. Беркемдә җөрәге җитеп әйтә алмыйдыр. Ана ата телеңне, татар телеңне әйтик, урысларга урыс телен, безгә дә урыс телен яхшы белергә кирәк дип чыгабыз без. Аны туктатырга ярамый. Менә сайлаулар үткәч, Алла бирса дип әйтим, яңа баштан тагын уйлашып, федераль үзәк белән, мәгърифәт оешмалары белән без бергәләп тагын утырып, ничектер бу мәсьәләне чишәргә тиеш булабыз. Һәм безгә үзебезгә арттырырга кирәк эшне җәмгыять белән, икенче яктан гаилә белән. Татарстанда татар гаиләсе балалары үсеп киләләр, ләкин әти-әни, баба, әби телен белмичә үсеп киләләр. Анда бик борчый, аларга көчләп ничек иттереп, аларны тагын аңлатырга кирәк икән. Алардан адымнар булмаса, бу мәсьәләне саклавы җиңел булмый. Бик рәхмәт, Фарит Хайруллович. Уважаемые телезрители, я напомню вам, что в пресс-конференции принял участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарит Хайруллович Мухаммедшин. А я вас всех призываю еще раз, идите на избирательные участки, отдайте свой голос, он очень важен. Спасибо большое, удачи нам сегодня и далеко вперед надолго.